там, привыкли, да, все по-моему. Но сейчас мир такой, что, по-моему, оно не получается, просто ни у кого не получается. И у американцев не получается, и у англичан не получилось. Сейчас уже вообще у кого, мало у кого что получается, я сказал таким образом, что не будет, потому что у всех есть свое я, и свое я ты не навяжешь всем на свете. И вот удмурты это такой народ, который, он точно не имперский. Никогда не было империи. И они живут по-другому. Да, я просто видел другую модель поведения. Другую, чем у русских, другую, чем у татар. Они понимают, что свое навязать нельзя, но жить надо хорошо. И вот у них другая модель поведения. Когда ты не навязываешь свое, но умеешь хранить свое. У меня всю жизнь шли такие споры философские. Я дружу с народным поэтом Удмуртии Вячеславом Арсергием. Он ко мне заходил, вы же или нет? Он все время доказывал, почему удмурты будут жить вечно. Говорит, ну что вы говорите, там татар, там типа у нас 7 миллионов, там 10 миллионов, у нас удмуртов 700 тысяч. У нас 700 тысяч было и 100 лет назад, сейчас 700 тысяч. И через 100 будет 700. А вы говорите, ну я не скажу, какие вам цифры приводил. Вы были вот так, а сейчас 7 миллионов. Я говорю, посмотрю на вас. Ну мы, конечно, улыбались, смеялись. И совершенно не случайно, когда на Евровидении победили удмуртские бабушки, совершенно не случайно, ну вот ряд примеров можно преподнести, да, когда мы видим пример хранения своей этнической самобытности большим народом. Это здорово. И нам всем уже этому надо учиться, потому что мир глобальный, телеканалов 45 в каждом телевизоре, а будет там, 400. И поэтому как-то надо уметь это хранить, учиться друг у друга. Такие удмуртские уроки. Уроки удмуртского. А в то же время они, вот эта замкнутость дает свои минусы. Удмуртия лидирует по числу суицидов. Лидер в России по числу суицидов это Удмуртия, например, да? А в Европе Финляндия. Финны это те же финны. Это европейский удмурт. Это у них, видимо, уже это вот здесь маленько перекос. Это замкнутая вот, этническая группа, то есть там свои. Им надо учиться у нас там, типа, бала-бала. Почему татарский музей трудно создать? Это говорят этнографы, работники музея. Татарский музей создать трудно. Потому что такой быстрый народ сегодня модно в клетку носить. Носим в клетку. Завтра в полоску это выбросили, в полоску носим. Но цвета-то останутся те же самые: желтый, розовый и зеленый. А Удмуртский музей можно элементарно создать, говорят ученые, любой, в удмуртской деревне заходишь, там в любой семье достают из сундука платье, которое носила бабушка там 200 лет назад. Ну, реально это есть. И урановские бабушки, это не новодел, это древние, они платья носят. Ну, это реально, это древние песни. Вот особенность такая. Это же здорово. Ну, они животяки. Как еще?